День за днем корреспонденты нашего канала следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Сегодня мы соберем воедино самые заметные новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Рост заболеваемости коронавирусом отмечают практически во всей России. В Якутии началась вакцинация детей против ковида. Из-за эпидобстановки школьники ушли на дистанционную учебу, а еще вчерашние студенты мединститута отправились на помощь в борьбе с инфекцией, в том числе в красную зону. Отечественные воздушные суда на замену иностранным лайнерам. В Якутии испытали новый среднемагистральный самолет МС-21-300. В Якутске начали расширять пункт передержки безнадзорных животных по улице Чеченко, когда откроют новые вольеры. И дети Азии возвращаются домой. Якутск примет международные спортивные игры в 2024 году. Плановую медицинскую помощь детям в период распространения коронавируса приостанавливать нельзя. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Цитата: «Некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась», отметил глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. Вместе с тем, карантин по коронавирусу после контакта с больным ковидом сократили с 14 до 7 дней. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве по борьбе с инфекцией. Глава правительства уточнил, что постановление вступило в силу. Кроме того, Мишустин посоветовал российским гражданам не рассчитывать, что переболеть штаммом омикрон можно в легкой форме. И отметил, что прививка помогает защитить здоровье от тяжелых последствий заболевания. Распространение штамма омикрон вызвало увеличение нагрузки на поликлиники. Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье. Во всех регионах есть запас вакцин. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что по итогам третьей недели зафиксирован рост заболеваемости в 83 регионах России. Она также сообщила, что максимальные показатели отмечаются среди подростков от 15 до 17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав в ближайшее время опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы коронавируса. Мы видим, что именно пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, переносят, в том числе, если сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, в легкой или бессимптомной форме. Поскольку именно у таких пациентов возникает вопрос, как поступить, то медицинскими специалистами подготовлены рекомендации, как поступать в легкой форме или бессимптомной, которые сегодня мы опубликуем для наших граждан. А регионы до конца января получат почти 7,5 миллиардов рублей на оказание помощи на амбулаторном этапе. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщила на совещании. Кроме того, она отметила, что власти планируют выделить еще часть средств на производство экспресс-тест-систем для выявления заражений ковидом. Комментируя актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране, Голикова подчеркнула, что доля дельта-штамма снизилась. В то же время, по ее словам, омикрон был обнаружен уже в 72 регионах России. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант дельта приходится 47,9%, на омикрон и другие недоминирующие штаммы 52,1%. Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 миллиарда рублей. В Якутии на этой неделе начал работу крупный амбулаторный центр на базе спорткомплекса «Триумф» в Якутске. Открыли его в помощь медучреждениям столицы по поручению главы республики Айсена Николаева.
Трудится там более 175 врачей. Они прошли переподготовку для приема граждан с признаками ОРВИ и ковида. Потоки пациентов распределены. На месте можно сдать ПЦР-тест. Результат известен уже через 15 минут. К слову, гражданин может обратиться в этот центр при температуре не выше 38 градусов, с головной болью, кашлем, болью в горле и других симптомах. С 8 утра и до обеда центр принял более 1000 человек. У нас двухсменная работа с 8 до 20 часов. Врачи работают 2 смены. То есть принимаем с 8 до 14 и с 14 до 20 часов. За этот период принято уже более 1160 человек. Из них порядка 200 человек – это уже с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция. И более 300 человек – это с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. А вот уже во второй половине дня после открытия оперативный штаб призвал якутян не обращаться в амбулаторный центр в Триумфе без признаков ОРВИ и ковида. За первый день центр принял порядка 2300 человек. При этом у 40% не было симптомов ОРВИ, то есть у них не было показаний идти в амбулаторный центр. Видимо, многим якутянам захотелось бесплатно проверить свой ковид-статус, при этом не имея симптомов заболевания. Также в оперативном штабе напомнили о том, что лицам с признаками вирусных заболеваний могут оказать помощь не только в Триумфе, но и в поликлиниках города, которые также работают с 8 утра до 8 вечера каждый день. Хочу напомнить, что в центре принимают лиц только с симптомами острых респираторных инфекций. Температура тела не выше 38 градусов и с подозрением на COVID-19. Уважаемые жители города, если у вас температура выше 38 градусов, имеется затрудненное дыхание, явление интоксикации, одышка, необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Если у вас отсутствуют симптомы температуры или температура в пределах нормальных значений, нет необходимости посещения данного центра. А ближе к выходным в Якутске начали ставить вакцину от ковида детям и подросткам. Единый городской центр вакцинации детей расположили в здании Дворца детского творчества. Несовершеннолетним вводят специальную детскую вакцину «Спутник-М», первая партия которой поступила в республику. Тему продолжит Власий Сергеев. В работе единого центра привлечены врачи-педиатры и медсестры. Прежде чем получить вакцину, дети проходят регистрацию и первичный осмотр. К добровольной вакцинации в этом пункте допускаются лица, прикрепленные к поликлиникам Якутска, строго с согласия родителей. Перед постановкой вакцины врач-педиатр осматривает ребенка, измеряет температуру тела, обязательно уточняется эпианамнез, и на основании объективных данных она дает разрешение. Записаться можно через своего участкового педиатра. Обратившимся в центр вводят двухкомпонентную вакцину «Спутник-М», предназначенную для детей с 12 до 17 лет. Компоненты вводятся с интервалом в 21 день. Первая партия из 720 доз была распределена между Якутском и районами республики. Данная вакцина, она в 5 раз облегченная, специально создана для детей. Но гарантирует, что антитела будут вырабатываться очень хорошо. Главные противопоказания – это, конечно, острые заболевания, недавно перенесшие острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Оксана записала свою дочь Полину сегодня утром, и уже ближе к вечеру девочке поставили первый компонент вакцины. Женщина уверена в необходимости вакцинации. Мы только за вакцинацию, потому что сейчас очень много больных, очень много детей болеет. Я сама работала с прививками в детской поликлинике, поэтому я только за. Мы сегодня утром записались, нам позвонили, и мы, в общем, сделали прививку, чему я очень рада. Единый городской центр вакцинации будет работать с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 часов дня. Чтобы записаться на прививку, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Приглашенные на вакцинацию дети и подростки должны иметь при себе следующие документы: медполис, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск. И еще информация, связанная со школьниками. Решение о продлении или отмене дистанционного формата учебы в школах Якутска примут в понедельник, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.
Напомним, с 18 января ученики с 1 по 8 и 10 классов школ столицы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за сложной эпидобстановки с 24 января учащихся выпускных классов также отправили на удаленку. В Хангаласском Улусе, как и в большинстве районов Якутии, все школы тоже ушли на удаленку, а учителя отправились в рейды. Выявляя детей, находящихся вне дома. Дистанционный режим для школьников будет сохраняться на период обострения пандемии. В эти дни им необходимо соблюдать самоизоляцию, исключить очное общение с одноклассниками, друзьями, длительное пребывание на улице и в местах массового скопления людей. Для контроля режима самоизоляции педагоги школ и детских садов ежедневно выходят в рейды. Мы присоединились сегодняшнего дня. Выходим мы по графику один раз в день, дневное время. У нас район Кирзавод мы относимся к улицам, Строительная, Заводская и Комсомольская. Вот это наши улицы. При обнаружении детей, либо на площадке, либо в подъездах, мы с ними проводим беседу о том, чтобы они покинули это место, так как сейчас такая неблагополучная обстановка. И даем рекомендации родителям, чтобы дети самоизолировались, также соблюдали масочный режим. И еще одна полезная практика из Хангаласского района. Предприятия Улуса предоставляют свой транспорт и водителей в помощь выездным бригадам. Из своего автопарка выделили транспорт управления образования района, филиал ГУП ЖКХ, Хангаласский газстрой, пенсионный фонд, управление культуры, спорткомплекс города Покровска и другие. Привлеченные автомобили курсируют в Покровске, в поселке Максаголох, в селах Ой и Актемцы. Для них составили сменный график. После каждой смены автомобили проходят санобработку. К слову, первым на помощь медикам пришло районное управление образования. Из-за того, что школы перешли на дистанционную учебу, а детские сады работают в ограниченном режиме, школьный транспорт вынужденно простаивал. Конечно, как только нам центральная районная больница попросила помочь с транспортом, мы сразу откликнулись, потому что выездов нет. Машины действительно сегодня у нас свободны. Мы создали условия для безопасной работы водителей, то есть отгородили рабочее место водителя. Население города, руководители и вообще жители отнеслись к этому с пониманием, что да, надо, не должен врач сегодня ходить пешком на вызовы, и чем больше мы условия совместно создадим, тем мы решим эту проблему с этим коронавирусом. Сейчас короткая пауза. Далее мы продолжим говорить о противодействии коронавирусу. Оставайтесь с нами. Продолжаем нашу программу. На уходящей неделе стало проще гражданам с медотводом от вакцинации. Теперь они могут получить сертификат на госуслугах. Напомним, решение о наличии противопоказаний принимают врачи, оценив здоровье пациента и изучив историю его болезни. Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому гражданам с медотводом выдают сертификат на госуслугах. Тем временем прилетающим в город Мирный измеряют температуру высокоточным тепловизором. Аэропорт алмазной столицы усилил медицинское наблюдение за пассажирами. Такая же система контроля в аэропорту Полярный. Оборудование не требует дополнительного времени и контакта с пассажирами. Тепловизор работает дистанционно и за раз определяет температуру до 20 человек. Внешне он похож на камеру и не привлекает внимания граждан. Если у человека высокая температура, прибор даст сигнал. В таком случае медики проведут экспресс-тест на коронавирус. Таким образом, прибывших граждан с признаками заболевания выявят до выхода в город. На передовую в борьбе с коронавирусом вышел и весь коллектив медицинского института СВФУ. В учебном заведении приостановлен учебный процесс. Студенты и преподаватели всеми силами помогают своим коллегам в колл-центрах, стационарах и терапевтических отделениях. Дежурят и в красной зоне. Вступить в борьбу с инфекцией в это непростое время – долг каждого медика, отмечают они. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Ая Андреева неделю работает в колл-центре поликлиники номер 3. Работа здесь посменная. Телефон не умолкает ни на минуту. Ее задача – успеть ответить на все входящие, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Да, надо же помогать сейчас, так как колл-центры сейчас очень сильно перенагружены, поэтому стараемся работать. Делаю заявки
вызовов на дом. И вот как бы направляю пациентов. Звонков очень много, сразу же поступает. И стараемся отвечать. Всего в больнице и поликлинике направлено 850 студентов мединститута. Если для младших курсов это волонтерство, то для старшекурсников – учебная практика. Ну а ординаторы, уже имеющие дипломы, привлечены как полноценные работники с трудоустройством. Это уже выпускники наши прошлых лет, имеющие диплом врача. Вот они встают как раз на место именно врачебных должностей, как врачами-стажерами. Если есть уже сертификаты специалистов по их специальностям, это могут быть как стационары, и поликлиники. В первую очередь, конечно, у нас большая помощь требуется в поликлиниках. Для сотрудников первичного звена такой приток молодых коллег – неоценимая помощь. Только в столичной поликлинике номер 3 вместе с врачами на передовой в борьбе с ковид 130 студентов. Все они после прохождения специального инструктажа выполняют разные функции, главной целью которых является улучшение оказываемой медицинской помощи. Первоначально они проходят большой инструктаж, как себя вести с пациентами, как соблюдать этику, деонтологию, как одеваться. Все это они проходят, как соблюдать режим и график работы. Работают в разных отделениях нашей больницы. Они работают в инфекционном нашем стационаре, они работают в ковидной бригаде, работают в терапевтических отделениях, в кабинете вакцинации. И самое большое количество студентов у нас работают в колл-центре. Помимо студентов на борьбу с ковид встали и сами преподаватели. Это 50 человек, часть из которых начали работу в лабораториях, в том числе и микробиологической клинике при университете. Как высококвалифицированные специалисты, они помогают и индивидуальной консультации в колл-центрах, а также оказывают дополнительную методическую помощь своим коллегам. Ульяна Шагина, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Далее к мерам против ковида. О переходе школ на дистанционный формат учебы мы уже рассказали. Торговые объекты столицы также проверяют на соблюдение дополнительных мер безопасности. О том, проводят ли местные предприниматели обязательную дезинфекцию, а также о нововведениях в материале Марферины Алексеевой. В связи с эпидемиологической ситуацией власти республики приняли ряд усиления мер безопасности. Так, главой Якутии Айсеном Николаевым был подписан указ, по которому в понедельник и вторник еженедельно торговые объекты должны проводить обязательную дезинфекцию с 8 до часу дня. Таким образом, в понедельник проводят дезинфекцию торгово-развлекательные центры, предприятия промышленной, оптовой и оптово-розничной торговли, а также рынки. Во вторник предприятия, осуществляющие торговлю продовольственными и смешанными товарами. Дезинфекция должна проводиться с закрытием объектов. Административная комиссия проводит усиленную проверку на соблюдение данных требований. Составляется акт административного правонарушения, где отражается, в чем заключается нарушение, производится видеозапись на специальные средства, на телефон, где мы фиксируем в качестве доказательства данные нарушения все, составляем акт и направляем уже в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации. В случае составления протокола и привлечения юридического лица или индивидуального предпринимателя, в дальнейшем протокол направляется уже в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. В ходе рейда, как оказалось, большинство магазинов все же проводят обязательную дезинфекцию. Но при этом каждый день, через каждые 4 часа мы магазин все равно моем, проводим генеральные уборки, пользуемся средствами, которые прописаны по Санпину. Журналы все ведутся, дневники все ведутся, сотрудники температуру проверяют. И, конечно, мы входим в положение и даем маску обязательно. Однако случаи несоблюдения также зафиксированы. Причина, со слов сотрудников магазина, неосведомленность. На нарушителя был составлен акт об административном нарушении. Часто горожане сами проявляют гражданскую активность и сообщают сотрудникам мэрии о нарушениях в торговых точках. У нас есть очень активные общественники, граждане, которые, если видят нарушения, то отправляют нам сразу и информируют о том, что есть вот такие вот точки, которые работают, как они должны быть закрыты. Дополнительные меры безопасности введены не только в торговых объектах. Это касается всех общественных мест. Управляющие компании и товарищества собственников жилья обязаны раз в неделю проводить дезинфекцию во всех многоквартирных домах.
Усиленная дезинфекция проводится и в общественном транспорте. Также закрыты детские развлекательные центры, аттракционы и фудкорты. Ограничения коснулись и общепита. Для них ограничено время работы с 6 утра до 23 часов. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Помимо школьников, на дистанционный режим работы во время распространения ковида по указу главы региона могут перейти лица от 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины. Руководители организации могут перевести на удаленный режим работы и 50% коллектива. При этом для органов госвласти и местного самоуправления эта мера носит обязательный характер. Удаленный режим работы касается и одного из родителей, чьи дети учатся на дистанционке. Распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым был утвержден указ о том, что лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины могут перевестись на дистанционный режим работы. Также решением оперативного штаба по республике от 17 января этого года руководителям рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Не привитых от коронавирусной инфекции при наличии медицинского отвода от вакцинации одного из родителей детей младших классов, не переведенных на дистанционный режим обучения. Необходимо также отметить, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. Плавательные бассейны «Чолбон» и «Самородок» тоже приостановили свою деятельность. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. Вернемся к теме медицины. На этой неделе стало известно, что в Якутии вырастут объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Перспективы развития специализированных служб кардиологической, онкологической и инфекционной рассмотрели на совещании у главы Якутии. Кардиососудистый центр должен стать головным учреждением единой системы кардиологической службы. Большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы региона. В республике имеется только детская инфекционная больница. Нет отдельной инфекционной больницы для взрослого населения. Для решения задач необходимо создание головного учреждения – Республиканской инфекционной клинической больницы. Айсен Николаев отметил, что развитие специализированных служб будет способствовать внедрению и увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи и поручил рассмотреть вопрос дополнительного финансирования этих направлений. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике уже к 2023 году. Об этом также сообщил Айсен Николаев. Хорошо зарекомендовали себя центры амбулаторной онкологической помощи. К 2023 году в Якутии будут работать 18 таких центров, приводятся его слова. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируют расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. Больше 212 миллионов рублей получит Якутия из федерального бюджета на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Отмечается, что решение приняли, исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Мишустин попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработников. Вместе с тем изменились размер выплаты по больничному и порядок ее начисления. Максимальная выплата по больничному в текущем году составляет 2572 рубля 60 копеек в день.
Поскольку выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, то на максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше 8 лет. При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет 60%. Минимальная выплата по больничному в текущем году составляет 456 рублей 66 копеек в день. Сейчас короткая пауза, мы вернемся через несколько секунд. Впереди много интересного, не переключайтесь. Мы продолжаем. Якутия обеспечит рост промышленности на Дальнем Востоке более чем на 30% за 3 года. В соответствии с прогнозом Восток Госплана за 3 года объем производства в ДФО вырастет на 16,3%, почти до 6 триллионов рублей в 2024 году. Более половины общего прироста обеспечит промышленный сектор 3 регионов, в том числе Якутии. Связывают высокие показатели с ростом добычи углеводородного сырья на Чаиндинском месторождении, а также угля, алмазов, цветных и редкоземельных металлов. А в 2025 году планируют запустить вторую очередь фабрики «Наглинская». Компания «Колмар» подписала договор с китайской компанией на проектирование, поставку и пусконаладку технологической линии второго этапа обогатительной фабрики «Наглинская-2», сообщает пресс-служба предприятия. Благодаря китайским партнерам компании «Авик Мэйлинь» всего за 10 месяцев выросла 6-миллионная обогатительная фабрика «Денисовская». А в 2020 году запущена первая очередь 12-миллионной фабрики «Наглинская-2». Совместный запуск и эксплуатация 2 проектов позволили быстрее контрактных сроков вывести фабрики на гарантийные показатели, отметила председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева. А в помощь южноякутским фабрикам резидент территории опережающего развития Южная Якутия открыл логистическую компанию «БФ Тор». Она займется перевозками угля, добываемого комплексами «Денисовский» и «Наглинский». Для реализации нового проекта компания приобрела в лизинг 8 грузовых самосвалов. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составили 36 миллионов рублей. Создано 51 рабочее место. От угля к добыче газа перед компанией «Сахатранснефтегаз» стоят амбициозные задачи. Предстоит расширить основные виды деятельности. Одно из крупнейших предприятий Якутии должно активнее заниматься добычей и реализацией природного газа. Такую задачу перед руководством поставил Айсен Николаев. Глава региона рассмотрел предварительные итоги деятельности предприятия. Так, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию новую головную газораспределительную станцию в Якутске. Обеспечила газоснабжением села Бердигистя Горного Улуса и Деринг Чурапчинского Улуса. Построила 30 километров резервной нитки газопровода от Вода к городу Вилюйску. В текущем году компания по программе соцгазификации планирует газифицировать порядка 2400 домовладений. Что касается компенсации гражданам за подключение к источникам газификации, то ее увеличат до 150 тысяч рублей. Сначала якутяне должны найти компанию, которая имеет лицензию на подключение к источникам газа. Затем подавать заявление в органы местного самоуправления, где составляют общий список, вычитывают все категории по доходам и уже потом предоставляется возмещение затрат. Сумму компенсации увеличат до 150 тысяч. Напомним, президент страны Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. В своем послании Госсобранию Илтумен Айсен Николаев поставил задачу подключить к газовым сетям не менее 2000 домов без привлечения средств жителей. В центре внимания и агросектор. В Москве провели масштабную выставку «Агрос-Экспо». Это авторитетная отраслевая площадка, где профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья представили передовые технологии сельскохозяйственного сектора, а также обсудили главные проблемы отрасли. На выставку приезжала якутская делегация. Подробности в материале Максима Кардозу. Агрос-Экспо – это настоящая витрина достижений современного сельского хозяйства. Самые последние ноу-хау в сфере животноводства и производства кормов здесь представили 300 компаний из разных регионов России и 25 стран мира. Профессионалам есть на что посмотреть. Вот и Петр Дьяконов, фермер из Кобяйского Улуса, с удовольствием задерживается у выставочных стендов с техникой, которая может пригодиться в его животноводческом хозяйстве. Кажется, мы очень многого не знаем. Познакомились с многими людьми, там
там предприятиями, товаропроизводителями и оборудование, которое делают. Ну, интересно нам. Мы уже взяли на вооружение. И новую технологию, конечно, хочется взять все, но пока будем исходить с того, что нам возможно. «Агрос» — это не только выставка, но и деловая площадка. Более 50 мероприятий проходят в формате дискуссий и круглых столов, где обсуждаются главные вызовы отрасли. Также в рамках форума открылся и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой стала поддержка малого и среднего бизнеса. Якутская делегация приехала на съезд сразу с несколькими предложениями, которые должны облегчить жизнь фермеров. Необходимо законодательно закрепить преференции для сельскохозяйственного потребительского кооператива, а федеральный закон о защите конкуренции дополнить нормами, предусматривающими стимулирование создания и развития сельхозкооперативов. Во-вторых, необходимо дать членам кооперативов преимущественное право на получение пользования сельхозугодий, находящихся в государственных и муниципальных фондах. Также якутская делегация предлагает изменить систему налогообложения для сельскохозяйственных кооперативов, чтобы фермеры смогли больше зарабатывать. Все предложения войдут в резолюцию съезда и будут отправлены в Госдуму и Совет Федерации, чтобы парламентарии рассмотрели их подробнее и, может быть, реализовали на законодательном уровне. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. В аэропорт Якутск из города Жуковский и Московской области на этой неделе прилетал самолет МС-21-300. Воздушное судно прошло испытания в условиях низких температур. МС-21-300 – среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его разработку ведет научно-производственная корпорация «Иркут». В конце декабря новое воздушное судно получило сертификат от Росавиации и уже в этом году начнет поступать в авиакомпанию «Россия». Подробности далее. Состоявшийся перелет из Жукова до Якутска является первым по сочетанию двух факторов – удаленности пункта назначения. Кроме того, воздушное судно подтвердило работоспособность своих систем, обеспечивающих комфортный перелет большого количества пассажиров, отметил руководитель корпорации. Так, для проведения испытаний техники в столицу прилетела группа из 70 специалистов. Полет прошел без замечаний. В Якутске первый раз, соответственно, пробудет примерно 3-4 недели. То есть наша задача совершить полеты и подтвердить работоспособность систем самолета в отрицательных температурах. Сегодня сертификат типа, тот, который получен, там данные в карте данных минус 30 градусов. Наша задача, скажем так, расширить наши возможности для эксплуатации самолета в авиакомпаниях. Будут сначала наземные испытания, выхолаживание, ну и потом запуск систем агрегатов при отрицательных температурах меньше, чем 30 градусов. Для Якутии испытательное тестирование новых самолетов не в новинку. Так, испытания холодом ранее прошли такие известные воздушные судна, как Суперджет-100, Ил-96, Б-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing. Между тем, Якутия заинтересована в сотрудничестве с корпорацией «Иркут» и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности, в составе единой дальневосточной авиакомпании. С корпорацией «Иркут» мы сотрудничаем по сухим суперджетам. Значит, взаимодействуем с ними, работаем с этой машиной, заказываем, эксплуатируем и в дальнейшем в рамках единой также дальневосточной авиакомпании планируем значит, приобретение дополнительных единиц и дальнейшую техническую эксплуатацию. Напомню, что наша авиакомпания «Якутия» она является, имеет сертификат технического оператора. Напомним, что на днях премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка гражданской авиации. Он отметил, что через 5 лет отечественная промышленность будет строить более 100 гражданских самолетов в год. В трехлетнем бюджете на поддержку российского авиапрома заложено свыше 4,5 миллиардов рублей. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В Нюрбинском районе развивают транспортный комплекс с помощью муниципальной программы. На средства дивидендов Алроса обновляют автопарк Нюрбинского автотранспортного предприятия. В 2020 году закупили 3 автобуса ПАЗ-Вектор. В прошлом году на реализацию программы из районного бюджета было выделено 168 миллионов рублей. Нюрбинское АТП приобрело 2 малогабаритных автобуса на базе «Газель Next».
На сегодняшний день автопарк предприятия обновили на 70%. В этом году, по сводным данным, будет выделено еще 108 миллионов рублей. В этом году у нас по плану тоже приобрести малогабаритные автобусы марки «Газель Next City». Тоже в будущем будем его эксплуатировать в городе Нюрба. По экономии у нас более 40% экономии идет на топливо и на расходные материалы. Так что она себя уже изучаем, как говорится. Ну, эффект есть, будем дальше отрабатывать по этой программе. Проект полигона твердых коммунальных отходов в Якутске получил положительное заключение главгосэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ и энергетики региона. Строить объект начнут в этом году. Стоимость полигона, согласно документации, составит 3 миллиарда 300 миллионов рублей. В том числе на первый этап выделят более 2 миллиардов рублей. Новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенный на вечной мерзлоте. Его аналогов нет в России, отметил министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов. Разместят полигон на земельном участке на 27-м километре Вилюйского тракта. А всего более 40 пунктов по обработке мусора планируют ввести на территории республики к 2030 году. Хотят организовать 203 пункта временного накопления, а также 44 объекта обработки. Это сортировочные линии, комплексы, перегрузочная станция с элементами сортировки, говорится в сообщении. Также планируют построить 16 объектов обезвреживания, в том числе 13 для арктических районов, 17 объектов размещения отходов, а также 13 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию. Перед главами районов стоит задача определить земельные участки под новые объекты ТКО. Не утихают споры вокруг сырого закона об ответственном обращении с животными. Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил включить глав городов Сибири и Дальнего Востока, выступающих за внесение поправок в рабочую группу Владимира Бурматова. Свое предложение он озвучил во время совещания в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Напомню, Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательстве, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Разработкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды России. Вот, значит, у нас сегодня постановлением правительства республики на содержание одной собаки уходит 289 рублей. Туда включается и заработная плата, значит, и сено, который как материал, на чем собака лежит, и питание. Вот нужно понимать, что в случаях, когда мы сегодня имеем в городе Якутске 1200 собак на содержании по решению суда, мы не выпускаем их обратно, то в год это обойдется 126 миллионов только на содержание. Я сегодня, не имея официальной методики расчета, значит, поработал с учеными местными, и их расчет не может быть считаться официальной методикой. У меня по городу посчитали 6300 собак. Население города требует одного – избавить их от собак на улицах, значит, чтобы обеспечить безопасность, в том числе санитарную. Кроме того, в Якутске начали работы по расширению пункта передержки безнадзорных животных по улице Айчиченко. О том, как идет отлов собак и когда введут в эксплуатацию новые вольеры, узнавала Марфирина Алексеева. На сегодняшний день в пункте передержки и временного содержания безнадзорных животных содержится около 1500 собак. Задействована вся мощность пунктов, мест нет. Именно поэтому принято решение расширить пункт передержки. Работы по сооружению новых вольеров уже начаты. Таким образом, дополнительные боксы позволят принять еще около 1000 безнадзорных собак. Ориентировочно увеличим на 4,5-5 тысяч квадратных метров. Сроки обозначены до конца февраля. Здесь завершить все строительные работы по устройству вольеров, ограждения и сопутствующего оборудования. Массовый отлов собак продолжается. Режим повышенной готовности активен. Ежедневно в пункт передержки привозят до 20 собак. Усилена работа бригад. Заключены дополнительные договоры на отлов. На отлов выходили не только подрядчик, фонд «Помоги выжить», то на сегодняшний день, кроме фонда «Помоги выжить», у каждого округа заключены еще дополнительные округа. По округам у нас выходят от 20 до 26 бригад. Это в среднем по 20 единиц техники и от 50 до 60
В текущем году горожане стали активно участвовать в информировании о месте нахождения безнадзорных животных. Бригады уже наработали схему отлова с разными собаками. Это особенно актуально в случае агрессивного поведения. Если собака совсем прямо агрессивная, да, тогда, конечно, усыпляем и привозим сюда. И пока она в таком состоянии спящей, мы ее обихаживаем. Специально есть клеточки у нас для агрессивных собак-пожизненников. Там сидит собака пожизненно. Она уже никуда не уйдет. Она будет сидеть ровно столько, сколько проживет. Помимо отлова собак по заявкам и наводкам горожан, в пункт часто привозят животных самостоятельно. А так как мест для содержания не имеется, специалисты активно ведут работы по устройству собак. Как отмечают специалисты пункта, особенно нуждаются в сторожевых собаках жители районов республики. Они же и отличаются особой добросовестностью. Так как у нас ППЖ переполнено, мы им отказали. Мы им отказали, они его взяли, отпустили тут. Мужчина помог его поймать. Вот, сейчас, естественно, я его передам нашим ребятам. Пожалуйста, передайте туда, туда. Вот таких собак, щенков мы будем пристраивать. То есть я ему дам очень хорошую, красивую ремарочку. Бедный, несчастный, брошенный. И я его, скорее всего, пристрою в семью. Но не в Якутске. К концу февраля пункт передержки будет в силе принять и содержать около 2000 безнадзорных животных. При этом временный пункт передержки, который находится по улице Автодорожная, будет закрыт. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Сейчас последняя пауза в нашей программе. В следующем блоке поговорим о спортивных достижениях якутян. Продолжаем выпуск. В Татьянин день, 25 января, в Северо-Восточном федеральном университете объявили год творческих инициатив с девизом «Мечтать и творить». В СВФУ стартовал конкурс проектов на 65 миллионов рублей, направленных на развитие университета по программе «Приоритет-2030». С помощью проектов, которые получат поддержку, станет возможной трансформация родного университета. Прокомментировал это событие ректор Анатолий Николаев. Все, кто связан с университетом, для тех, кто был студентом, для всех студентов это очень день вот такой значимый и святой. Хотел бы в этот день всем пожелать удачи, успехов, чтобы все мечты сбылись, чтобы все желания и все инициативы, которые будут в этот день задуманы, чтобы в ближайшее время они осуществились. Обратимся к самым маленьким. В детских садах Алданского района масса проектов, приуроченных к Году матери и к празднованию столетия якутской автономии. В числе юбилейных торжеств, дефиле национальных мод, изготовление игрушек, всевозможные выставки и викторины. Во второй раз в детских садах района состоится конкурс чтецов эвенкийских стихотворений. В настоящее время педагоги готовятся к чтениям, посвященным памяти алданского учителя математики Валерия Калмыкова. Чтения пройдут в конференции Zoom в виде квест-игры. Эстафету «Калмыковские чтения» передадут традиционной битве оркестров. В этом году битва раскроет звуки земли Олонхо. Валентина Сезонова – педагог, выпустивший со школьной скамьи несколько поколений грамотных, образованных, талантливых нерюнгринцев. Отдав образованию более 40 лет, она стала настоящим профессионалом своего дела. На должности завуча начальных классов Валентина Григорьевна работала над повышением педагогического мастерства учителей города. В те далекие годы многие педагоги работали в школе, имея среднее профессиональное образование. Но именно она убедила коллег получить высшее образование. Она была не просто руководителем, она была настоящим добрым наставником и помощником для менее опытных педагогов. Я очень многому у нее научилась. То есть она научила меня грамотно анализировать посещенные уроки. Вот. И также она научила меня правильно общаться с детьми, правильно общаться с учителями. За время своей деятельности Валентина Сезонова написала несчетное количество статей о своих коллегах и о тех людях, которым она благодарна по-человечески за отзывчивость, доброту и неравнодушие.
А в 1981 году ее эксперимент в начальной школе экспонировался на ВДНХ. Суть его заключалась в том, чтобы весь материал урока, рассчитанный на 45 минут, вместить в 35 минут. Это вообще, конечно, поначалу, пока вот это не втянулся и не нашел какие-то методы работы, чтобы успевать то же самое, но только за 35 минут. Успевали. Успевали все. Дети работали с удовольствием, не уставали. Ну, конечно, наш показатель в работе – это качество. Качество возросло. Вот, казалось бы, должно что-то они потеряли, нет, возросло, потому что и ученики втянулись в это, и им это нравилось. Это такое, в общем, так мы работали, по-моему, 3 года. Всю информацию о проделанной работе, о своих коллегах и учениках Валентина Григорьевна бережно хранит в альбомах и папках. Особенно дороги воспоминания о бывших учениках, которые, как могли, старались порадовать педагога вниманием, теплыми словами, поздравлениями. Тут, что ли, с ошибкой где-то написано. Ну вот смотрите, 6 Б класс. Вы думаете, я помню, какой это год был? Но это было уже в гимназии. Вас маленькая буква. Здесь по-своему, здесь здоровье, счастье, здоровье. Но так дорого мне сейчас. Мне сейчас дороже безграмотные написания, нежели грамотные. Потому что вот еще в 6 классе, а сейчас ей уже 30 или сколько там. Поощрение, награды и звания этого уникального человека трудно сосчитать. За плодотворный кропотливый труд отличник народного просвещения, первостроитель Нерюнгри Сезонова Валентина Григорьевна была удостоена звания «Учитель-методист», награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Учитель учителей Республики Саха-Якутия», но самое значимое – это, конечно, звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Это высокое звание. Вот чем оно отличается от нынешнего звания заслуженный учитель школы Российской Федерации? Я считаю очень главным. Это звание вот давалось человеку, который внес конкретный вклад не просто в педагогику, а в методику, в дидактику, в воспитание, главное. Человек с высокой гражданской позицией по отношению к стране, городу и к своей профессии, учитель с большой буквы Валентина Сезонова остается примером для тех, кого она учила и воспитывала. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. С почетными гражданами Ленского района теперь можно познакомиться, посмотрев видеоролики Центральной районной библиотеки на канале в YouTube. На видео о почетных гражданах рассказывают их родные и люди, непосредственно работающие бок о бок с ними. Такая идея возникла в связи с дистанционным форматом работы во время пандемии и стала пользоваться успехом. Проектом занимается ведущий библиограф Людмила Черненок и сотрудница сектора электронных ресурсов Нина Карпукова. В планах размещать видеоролики на других интернет-платформах. Людмила Владимировна обзванивает родственников, друзей, коллег наших почетных граждан. Буквально по крупицам она собирает всю информацию, а затем уже с этой информацией работает Нина Александровна. Ролики доступны на платформе YouTube. Мы ссылки отправляем. Но нам бы хотелось, чтобы на нашем сайте также эти ролики были выложены. Поэтому тоже сейчас работаем в этом направлении. Далее о спорте. Дети Азии возвращаются домой. Якутск в 2024 году примет 8-е спортивные игры. Глава Якутии Айсен Николаев и президент Международного комитета игр Владимир Максимов подписали соглашение о взаимодействии в рамках подготовки и проведения 8-х международных спортивных игр. Они пройдут летом в Якутске в 2024 году. Напомним, первые игры провели в 1996 году. Якутск встретил первые 6 соревнований, а после огонь игр передали другим городам. Южно-Сахалинску в 2019, Владивостоку в 2022 и городам Кемеровской области в 2023 году. Я бы хотел поблагодарить Владимира Владимировича Максимова, который проделал большую работу в федеральных органах власти с рядом международных спортивных организаций для того, чтобы это решение было принято. И решение это было принято единогласно и на уровне правительства Российской Федерации, где межведомственная комиссия по проведению международных соревнований единогласно решение это поддержала, и на уровне уже непосредственно стран Азии. Мы уверены, что игры пройдут
пройдут на самом высоком уровне в 2024 году. Ожидаем, что примет участие более 40 стран, 3,5 тысячи спортсменов из разных стран мира и регионов страны к нам приедут. Ну и, конечно же, мы постараемся, чтобы эти игры были самыми лучшими играми, которые были до этого. В свою очередь, Владимир Максимов заявил, что комитет по традиции уделит большое внимание не только спортивной части игр, но и другим направлениям. Помимо самих игр, комитет реализует также и образовательные проекты. В этом году у нас стартует 3 проекта. Буквально в середине февраля в Кузбассе уже состоятся тренировочные мероприятия для стран Азии. В том числе, я думаю, что осенью этого года и город Якутск примет один из проектов комитета, направленный на объединение и развитие детского спорта в азиатском континенте. Якутский борец вольного стиля Виктор Рассадин стал чемпионом престижного турнира «Иван Ерыгин». Выступая в весовой категории до 70 килограммов, в финале Рассадин одержал победу над Анзором Закуевым из Кабардино-Балкарской республики со счетом 10-4. Таким образом, Виктор Рассадин выиграл путевку на чемпионат Европы по вольной борьбе. Вчера Виктор Рассадин очень хорошо боролся, грамотно. И выиграл Ерыгинский турнир 70 килограмм. Теперь у него в копилке 3 медали: золото, серебро и бронза. Ну, ему сейчас не надо ему расслабляться. 2 этапа сбора ждут. И в конце марта чемпионат Европы. Ну, сегодня будут бороться Нюргун Сергин и Нюргун Скрябин. Пожелаем удачи. Второй год подряд абсолютным чемпионом зимнего марафона «Полюс холода» в Аймеконском районе стал Василий Лукин. Спортсмен, уроженец Чурапчинского улуса, многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике, занимается экстремальным бегом с 2014 года. По итогам забега на 42 километра на полюсе холода Василий второй год подряд стал абсолютным чемпионом зимнего марафона. Он прибежал к финишу с результатом 3 часа 22 минуты. Всего в марафоне приняли участие порядка 70 спортсменов. На этих соревнованиях, экстремальном марафоне полюса холода, это мое уже второе участие. В прошлом 2020 году участвовал и в этом вот 22-м выиграл оба вот эти экстремальный марафон. Ну, трасса у нас тяжелая, дыхание сбивается сразу, и соответствующая одежда тоже подбирать очень сложно, и питание, и подготовка. Участвовали из различных стран, например, вот Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии. И последнее. В Китае ожидают более 20 лидеров государств и организаций на открытие Олимпийских игр. Лидер КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также проведет приветственный банкет для лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций, которые приедут в Китай для участия в церемонии открытия, говорится в сообщении. Ожидается, что в Пекин приедут президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Сингапура, Египта, Польши, Сербии, Аргентины и других стран. Такой мы увидели уходящую неделю. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Это была программа «Якутия. День за днем». Оставайтесь на нашем канале.